Маленькая ночная серенада с этой композиции австрийского композитора Амадея Моцарта открывает музыкальный вечер в стенах Государственного колледжа искусств. Квартет филиала Мариинского театра подготовил насыщенную программу. Клод Дебюсси, Петр Чайковский, Альфред Грюнфельд и не только. Сегодня у студентов есть возможность послушать как классических композиторов, так и современных, каждая нота которых проникает в душу слушателей. Австрийский виртуоз терпеть не мог звучание трубных инструментов, делятся со студентами музыканты. Для Моцарта их звук был слишком резким и громким, поэтому без сопровождения других инструментов он не мог слушать даже флейту. За 35 лет он написал более 600 произведений, среди них очень мало написанных для трубного звучания. Одну из композиций сейчас исполняет квартет. Многие из присутствующих сегодня впервые слушают живое исполнение музыки Моцарта. Она очаровывает, заставляет задумываться о красоте мира. Для студентов это возможность понять, какого уровня мастерства можно достичь при желании. У Ислама Джандыгова 2 высших образования. Это для жизни, а для души парень решил получить и музыкальное. Сегодняшний концерт выше всяких похвал. Мы учащиеся, они наверняка удивлены, что перед ними выступали люди, у которых годы опыта больше, чем годы их жизни. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление, судя по виртуозному исполнительству. После каждой композиции овации. Рафаэль Оганесян взял в руки виолончель больше 20 лет назад и понял, это тот самый инструмент, который вместе с музыкой учит видеть мир во всем его многообразии и чувствовать его красоту. Это он хочет донести и до своих слушателей. Говорит, прежде чем разучить музыкальный текст, надо окунуться в историю создания композиции. Когда человек играет какое-то конкретное произведение, он должен понимать, кто композитор, как он жил, как он развлекал свою творческую деятельность, что он думал, когда писал, о чем он написал. То есть это не только комбинация нот. Обучаясь в творческом колледже, такие мероприятия для студентов особенно важны. Одно дело теория, слушать живое исполнение – вот настоящая практика, говорит Мака Куртоева. Большое спасибо организаторам, это руководству Государственного колледжа искусств, который выступил с инициативой, организовал подобного рода такой концерт интересный. И подобные концертные программы в дальнейшем уже сейчас обсуждается, чтобы они проводились и организовывались регулярно. Для студентов Государственного колледжа искусств этот музыкальный вечер стал ярким примером того, что творческий путь может быть полным красок и неожиданных открытий. Такой концерт уже запланирован на следующий год. Амина Зязикова, Султан Булгучев, Магаз 24.